Советская военная контрразведка СМЕРШ по праву считается лучшей в мире. О важности ее создания заговорили после Сталинградской битвы, итоги которой развеяли миф о непобедимости германской армии. Немцы допустить дальнейшего поражения не могли, стали активнее забрасывать агентов за линию фронта. Тогда и стало ясно, что советская военная контрразведка в составе НКВД недостаточно эффективна. Она велась нерегулярно и слабо боролась с иностранным шпионажем. А в условиях войны ошибки непозволительны. Его теперь в СМЕРШ надо, там дознают. Они на это мастера. СМЕРШ? СМЕРШ. Новый орган СМЕРШ появился 19 апреля 1943 года. Его целью стала защита вооруженных сил и других войск от иностранных организаций. Название – сокращение от лозунга «Смерть шпионам». Противостояли СМЕРШу противники из спецслужб Германии. То, что их деятельность в итоге не смогла оказать особого влияния на ход войны – заслуга СМЕРШа. Я считаю, что в штабе армии или у нас в СМЕРШе работает шпион. В годы Великой Отечественной агентам СМЕРШа удалось сорвать немецкую операцию «Цитадель» и захватить высокопоставленных нацистских деятелей. За годы существования сотрудники органа выявили более 30 тысяч немецких агентов, более 3,5 тысяч диверсантов и 6 тысяч террористов. Если к середине войны в прифронтовой полосе военная контрразведка выявляла и задерживала до 60% таких лиц, то к 1945 году это число выросло до 85%. Сотрудники СМЕРШа не только вели оперативную работу, но и ходили в атаки, руководили выводом личного состава из окружения, проводили допросы военнопленных и многое другое. Сутки у нас остались. Если за 24 часа документы не найдем, это будет означать одно – провал. Работа агентов была крайне опасной. Понять это позволяет один простой факт. Средний срок службы оперативника составлял 3 месяца. По истечении этого времени агент выбывал в связи с ранением, либо погибал. Свои последние боевые задачи СМЕРШ выполнял в ходе Советско-японской войны, а уже в 1946 году контрразведка прекратила свое существование. Ее сотрудники вошли в состав 3-го управления нового Министерства госбезопасности СССР. Сегодня в России нередко вспоминают об этой организации, которая на весь мир славится успешным выявлением шпионов. Не исключено, что рано или поздно она действительно будет возрождена в новом виде. Марьям Акиева, Магаз 24.